Школьники посещают предприятия по всей республике и пробуют себя в разных профессиях. Сегодня они приехали на фабрику по производству одежды. Подрастающее поколение с огромным интересом рассматривают каждую деталь на предприятии и наблюдает за действиями мастеров. Окунуться в работу и примерить на себя роль швеи попробовала ученица 9 класса Алима Арчакова. Интерес к рукоделию у девочки проявился еще в детстве. Именно тогда она стала заниматься шитьем. В дальнейшем Алима хочет стать дизайнером одежды. Я много чего нового узнала. Я вдохновилась этими людьми, я вижу, как они слаженно работают. Я, наверное, тоже хотела бы сюда еще раз приехать, попробовать для себя тоже что-то новое. Я думаю, что каждый из нас этих девочек, им наверняка понравилось. Может, они в будущем тоже захотят работать здесь дизайнерами. Программа профориентации создана, чтобы помочь определиться с выбором будущей профессии. По плану ингушские школьники должны посетить 7 объектов: швейную фабрику, алюминиевый завод, предприятие по производству детского питания, сад-гигант, обувную фабрику, металлические цеха и предприятие по производству средств детской гигиены. Мы осознаем, что выбор профессии для молодежи – это тоже сложный и важный вопрос. Фонд поддержки предпринимательства видит своей деятельности важным направлением, видит свое участие в развитии экономики в качестве связующего звена между молодежью и предпринимателями. И это важно, поскольку профессия выбирает на всю жизнь один раз, как мы знаем. На предприятии трудится около 180 швей. Работы много, и поэтому сегодняшних школьниц с нетерпением приглашают в свой дружный коллектив. Девятиклассники внимательно слушают экскурсовода. Некоторые даже выполняют поручения профессиональных модисток. По поручению Министерства образования и согласно плану профориентации школы, сегодня ученицы 9 классов посетили данное предприятие. Помимо 2 основных задач школы – это образование и воспитание, каждый работник педагогического коллектива нацелен на то, чтобы при выходе из школы каждый из обучающихся знал, какую профессию он выберет. И вот и сегодня, возможно, посещение данного предприятия повлияет на выбор будущей профессии одной из учениц, а может быть и нескольких учениц. И в будущем мы увидим настоящего кутюрье или дизайнера одежды. Швейная фабрика на сегодняшний день пользуется большим спросом. Ее мастера производят спецодежду. Сейчас отшивают большой заказ – 3000 комплектов спецодежды для работников «Газпром» из Екатеринбурга. На это, по словам начальника швейного цеха, уйдет примерно 2 недели, с учетом технических ситуаций, которые могут возникнуть в ходе работы. На очереди еще изготовление экипировки для военнослужащих – 25 000 наборов. А до этого разные были заказчики. Заказчики были фирма «Gloria Jeans». Потом я сейчас точно не могу сказать, но там московские фирмы были, тоже пошив такой обычной нашей такой одежды. Ну, я имею в виду не спецформа. Детская одежда у нас шилась. У нас шились комбинезоны совсем для младенцев. Тоже очень хорошо, удачно это все прошло. Сегодняшней экскурсией по фабрике дети остались довольны. День по программе профориентации явно пошел на пользу. Это видно по эмоциям. Такой переход от теории к практике позволяет потенциальным стажерам рассчитать свои силы и понять, по душе ли изучение той или иной деятельности. Мадина Цора, Адам Далаков, Новости 24.